Под словом чеченизация, что вы имели в виду? Вы имели в виду вот, усиление, собственно, роли власти, безнаказанные пытки? Лидером вот этого противостояния межэтнического стали чеченцы после двух чеченских кампаний. И несмотря на то, что весь мусульманский мир, а также все Закавказье очень неоднородно, там представлены совершенно другие нации. Там не все мусульмане. Армяне, грузины, осетины, например, не мусульмане. Но при этом титульным стал именно чеченский народ. И поскольку он потихонечку везде, чеченцев боятся, а чеченцы знают, что слабака нужно во что бы то ни стало держать дальше в этом состоянии, и мы видим, сколько бизнесов, сколько беспредела и сколько конкретных разборок даже на бытовом уровне выигрывается чеченцами в силу того, что власть их боится, и люди знают, что если ты перед чеченцами заступился за кого-то, то милиция, полиция тебя все равно им сдаст на растерзание. И вот этот процесс, он длился очень долго, охватывая абсолютно все этнические группировки, когда уже абсолютно неважно, кто ты. Понятно, что ты не свой, ты не русский. Вот, например, бурятов за это не убивают. И монголоидов за это не трогают, потому что, вдруг ты там в конце концов окажешься киргизом, а киргизы, кстати, неплохие ребята, и в отношении них нету никаких особых вариантов для озлобления и причин для уничтожения, уничижения и презрения. А все, что связано с исламским миром, оно, во-первых, под флагом как раз Рамзана Кадырова, который по-прежнему привлекает к себе это внимание. И он всегда дает понять, что если что, он готов, во-первых, заступиться за Путина, быть верным псом у престола, и если надо, по зову партии и приказу главковерха, пойдет на любое дело и, конечно же, во имя силы, славы и Путина совершит любое злодеяние. Чеченцев боятся по всей стране. Ну, чеченцев, которые связаны с Кадыровым, все-таки в первую очередь, не в целом, не все одной краской мазаны. Нет, они все одной краской мазаны, их боятся все, никто не разделяет. И именно поэтому так тяжело сейчас тем чеченцам, которые воюют против кадыровцев на стороне Украины, доказать, что они другие. Именно потому, что никто не разбирается. Это вот как раз та самая формула, которую мы знаем по Голде Меир. Тяжело говорить о мире с людьми, которые пришли тебя убивать. В мусульманах никто не разбирается. Никто в России вообще не знает разницу между шиитами и суннитами. Никто не знает, чем осетины отличаются от грузин. Это, в принципе, где-то там что-то одно. А чеченцы просто, они попались по двум войнам в качестве послесловия, опять-таки в силу своего заметно яростного поведения, при том, что там часть из них может оказаться дагестанцами, но дагестанцы не настолько, например, на слуху и не имеют такого количества претензий, потому что после чеченской войны все как раз претензии именно с ними, именно с чеченцами. И силовики как раз свирепствуют именно потому, что у них уже теперь рефлекс. Ведь эти силовики на протяжении 20 лет имеют портрет одного и того же врага. И для них это в первую очередь чеченец. Да, но все-таки они имеют... Да, но все-таки, мне кажется, они имеют такой карт-бланш в первую очередь, потому что в свое время с приходом Путина, как мы помним, что он сказал, террористов поймают в туалете, и если их там поймают, то и в сортире их замочат. Все-таки, наверное, тут не столько чеченизация, я, позвольте, просто не согласен с тем, что все мазаны одной краской, потому что у меня очень много знакомых чеченцев, и, например, я их лично не боюсь, потому что это прекрасные, замечательные люди.